Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». Я рада приветствовать всех телезрителей телеканала АТР. Сегодня 1 сентября. Сегодня дети пошли в школу. Сегодня Верховная Рада Украины возобновила свою полноценную работу в парламенте. Ну и телеканал АТР возобновляет свое информационное вещание в новой студии. И для вас в этой студии работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в эфире программы «Бугунь» мы будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я рада представити гості нашої студії. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Вітаю вас. Добрый день. Добрый день. Начнем мы нашу с вами беседу со следующего информационного сообщения. Вчера, как известно, утром 31 августа в Крыму прошли обыски в домах крымских татар. Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественная организация «Крымская солидарность». Обыски прошли в селе Разливо Нижнегорского района в доме журналиста «Крымской солидарности» Айдера Кадырова. Также в поселке Советский, в доме Энвера Топче, в Судаке силовики пришли к активисту имаму мечети Ридвану Умерову. Также в Солнечной долине к активисту Айдеру Аблякимову. Всех 4 крымских татар задержали и отвезли в управление ФСБ в Симферополе. На видео мы сейчас можем с вами увидеть, как именно проходили маски-шоу на территории временно оккупированного Крыма. Очередная волна репрессий. Зачем? Что это? Вот с новым сезоном новую волну репрессий оккупанты разгоняют или что? Ну, по большому счету, к сожалению, это так. Потому что мы видим, что причины никакие не нужны. Просто есть определенная очередность, да, когда это все происходит. Для того, чтобы, с одной стороны, создавать там какую-то картинку, а с другой стороны, ну, ФСБ, наверное, нужно постоянно, знаете, какие-то отчеты сдавать, что они с кем-то там борются. Ну и, соответственно, к сожалению, это все направлено в первую очередь против крымских татар. Потому что мы про это говорим регулярно. Мы видим, что эти обыски, аресты, репрессии, они вообще не заканчиваются. Все обращения международных организаций, там, Украины, ну, Российская Федерация, вообще на них не реагируют. Ну, по одной простой причине, понимаете, они оккупировали территорию, ведут себя там так, как считают нужным. И мы, к сожалению, даже, ну, возможно, иногда не знаем каких-то вещей, которые там происходят. Поэтому это классический такой, ну, авторитарный режим, который с любым инакомыслием, который есть, неважно по каким причинам, там, политическим, религиозным, общественным, понимаете, то есть для них, вот, допустим, наиболее страшно даже, когда это представители общественности, там, через средства массовой информации, что-то начинают даже не критиковать, а просто говорить о том, что являются какие-то другие, ну, есть какие-то другие взгляды на те процессы, которые происходят. Ну и вот мы видим, что ничего лучше, кроме как такие вот силовые методы, которые, ну, в любом случае, они бы не имели никакой перспективы в нормальном цивилизованном суде, но мы прекрасно понимаем, что в России на территории временно оккупированного Крыма, конечно, там суды будут принимать те решения, которые им просто спустят с ФСБ. Каким образом Украина может сегодня защищать своих граждан на территории временно оккупированного полуострова? Ну, Но это только информационная поддержка. Ну, или кроме что информационной поддержки, там каких-то дипломатических заявлений, у нас, в принципе, дипломаты достаточно оперативно на это реагируют, мы там очередные ноты какие-то выдаем, да. Можно как-то попытаться наладить, конечно, там и юридическую, и финансовую поддержку, но тут есть определенные проблемы, потому что оккупанты, конечно, делают все для того, чтобы просто, ну, не получалось это. Или сразу этих людей там арестовывают, да, или просто блокируют любое какое-то там поступление средств, предоставление какой-то юридической помощи и так далее. Ну и второй самый важный момент, конечно, мы постоянно должны на этом акцентировать внимание на всех международных встречах. Неважно, по какому, кстати, вопросу они происходят. Если у нас есть такая проблема, даже если у нас какая-то чисто там экономическая встреча с представителями, например, Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки, то есть про это можно говорить. Потому что тут же есть и социальные моменты. Ну, про это нужно говорить. И нужно это говорить, да. То есть это должно быть максимально, это должно расходиться, потому что, как мы видим, все-таки время от времени, не так часто, конечно, как бы нам хотелось, но после какого-то вала вот таких там арестов или репрессий, есть реакция каких-то других стран, иногда в формате каких-то санкций, каких-то обращений, или там заявления о том, что все-таки так не надо делать. И иногда, очень редко, конечно, но, например, Российская Федерация может к каким-то таким вещам прислушаться.
используется. Ну, допустим, если там такое заявление сделают представители там, Турецкой республики, да, то вот иногда у них реакция все-таки такая, что вот мы как бы меньше будем заниматься этими репрессиями. К сожалению, опять-таки, это не так часто происходит. Непонятно, по каким причинам там принимаются решения. Ну, может быть, извините, Путин там с той ноги или не с той ноги встал, да. Но иногда это есть. Но... Ну а разве есть что-то, что может повлиять на Путина, на его решение? Я на думаю, репрессии? что на его решение влияет исключительно какая-то международная повестка. Когда он видит, что если он что-то сделает, ну, в его понимании хорошее, ну, грубо говоря, там, я не говорю прекратит репрессии, да, а просто не будет какой-то очередной волны, там, запланированной там, на неделю либо на месяц, да, и он за это что-то может получить, какую-то встречу, да, какое-то более-менее нейтральное заявление со стороны там, европейских стран, что мы там сотрудничаем. Вот, допустим, они реализовывают этот проект там, по Северному потоку, да, можно было бы тоже этот фактор европейцам как бы использовать. Но у них, конечно, там некоторые экономические интересы выходят на первый план. Но, тем не менее, это абсолютно не должно снимать ответственности с наших дипломатов, президента, министров, потому что они отвечают в том числе за внешнюю политику, и они постоянно должны это подчеркивать. В принципе, ну, что радует, у президента в большинстве там, последних заявлений, ну, тема Крыма начала появляться, то есть он, по крайней мере, вспоминает и говорит, что есть проблемы, и мы тоже хотим вернуть людей, которые там задержаны. Давайте сейчас вместе посмотрим сюжет подробный о том, как проходили обыски вчера на территории временно оккупированного Крыма. Внимание на экран. 6 ранку 31 серпня. Десятки озброєних ФСБівців під прикриттям ОМОНу оточують оселі кримських татар в Судаку, Совєтському і Ніжньогірському районах. В Енвера Топчі, Айдера Аблякімова, Рідвана Умерова та Айдера Кадирова вилучили телефони. Шукали будь-які зв'язки з Уміджоном Дададжоновим. Той буцімто воював на боці Ісламської держави. А 4 кримських татар не донесли про це російським силовикам. Осмотрели все комнаты, спальню, кухню, кладовку. В детскую они не заходили, просто посмотрели ее. Ну, не делали там, обыск не проводили. Просмотрели второй этаж, в принципе, ничего не нашли. Изъяли 2 телефона Ридвана, на котором Вайбер, его рабочий телефон, и тоже для связи, обычный кнопочный телефон. Десяток озброєних окупантів оточили й будинок Енвера Топчі у Судаку. Ледь не вибили двері, а дружину Насіє з дітьми не випускали з кімнати під час облави. Начали стучать в дверь. Муж сразу выскочил, не одетый, потому что было очень сильно стучали, у нас дверь тонко, начали говорить, откройте дверь, мы выломаем дверь, он сразу же дверь открыл. Они сразу зашли в первую комнату, во вторую комнату, у нас дом состоит из 2 комнат, во второй комнате была я и дети. Естественно, мы все были не одеты, дети спали. Пока в промежуток, когда я одевалась, они стали смотреть, дверь не разрешали закрывать. Муж был там, они зачитали, по какому делу они пришли, что у них есть ордер на обыск, но они нам не показали его. Айше Аблякімовій, дружині Айдера, не дозволили навіть одягнутися. Так само шукали номери телефонів і переписку з Дададжоновим. Посмотрели все. Никого не сказали звонить, никому нельзя. Они забрали телефон у нас, у родителей там забрали телефон. Он даже мне одеться не дал, зашел телефон взял в спальню. Ще один незаконно затриманий Айдер Кадиров. Він активіст і громадський журналіст. Стрімить обшуки і висвітлює безчинство окупантів в Криму. Айдер тяжко хворий і має цукровий діабет. Они зашли сюда, сели и начали записывать, все спрашивать у него, знает ли он какого-то Дададжонова, Умиджона. Протокол был на него. Его обвиняют по статье 205.5, часть 2. Спросили у мужа паспорт. Паспорта российского у него не было. Вчора близько 9 ранку всіх 4 кримських татар доставили до окупаційного управління ФСБ по Криму в Сімферополі. Туди ж під'їхали родичі і друзі незаконно затриманих чоловіків. Їх близько 14 годин тримали у застінках ФСБ, а для важкохворого Айдера Кадирова це могло закінчитися комою. Врешті, близько 11 години вечора Енвера Топчі, Айдера Аблякімова, Рідвана Умерова та Айдера Кадирова відпустили додому під підписку про невиїзд. Проти них початі кримінальні провадження. Естественно, Айдер отказался от так называемой явки с повинной, и все, собственно, нарушения, основные нарушения, им были указаны в протоколе допроса. Нам предстоят следственные действия.
Окупанти готуються поповнювати так званий обмінний фонд, а заразом продовжують політику витіснення корінного населення з півострова, вважає голова Меджлісу Рефат Чубаров. Відтак Україна має не лише тиснути на окупантів, а й пояснювати західним партнерам, які воєнні злочини чинить Росія в Криму. Ми маємо просто все це показувати в такому вигляді, щоб наші партнери зрозумілися в тому, що путінський режим і, власне, окупаційна влада в Криму, вона веде себе таким чином, щоб не просто навести якийсь бажаний для неї порядок. Вона веде себе таким чином для того, щоб одних знищити, якщо не фізично, то хоча б фізично їх просто видалити з цієї території, а своїх людей туди привезти і заселити. Владислав Стужук, Заман, АТР. Ну, а с нами сейчас на прямой связи с временно оккупированного Крыма Абдурашид Джипаров, правозащитник. Абдурашид, ассаляму алейкум. Абдурашид, расскажите, как прошли обыски на территории Крыма вчера и, по вашему мнению, с чем связана очередная волна репрессий? Ну, вообще-то обыски — это очень мягко сказано. Это обычно бывает нападение на жилище крымских татар, потом увозят в каком-то направлении неизвестном как кого-то из семьи, потом выясняется, они ввозят их в главную контору ФСБ. Это на глав ФСБ в Симферополе на Франко. Вот. Это не совсем обыски, это просто нападение. А причины, был бы татарин, статья найдется. Они готовы по любой статье брать крымских татар, лишь бы там, как-то к ним подойти. А так причин быть не может. Просто вся причина в том, что вот мы есть, и нет, так другая статья нашлась бы. В общем, они будут брать и брать. Ну, в этот раз крымским татарам вменяют не сообщение о преступлении, и наказывается эта статья с штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо принудительным работам на срок до 1 года. До этого, как известно, задерживаемых крымских татар зачастую обвиняли в терроризме или в участии в террористической организации. В этот раз какая-то другая статья. Пошли по другим каким-то методам. Что это? Эта статья была принята еще в 2016 году. Это из пакета Яровой о несообщении о преступлении. Но откуда, во-первых, знать преступление? Это еще не преступление. Как его можно квалифицировать простому человеку? И потом мало ли что известно людям и о чем они... То есть это элементарно, в общем-то, стукачество, навязанное людям, чтобы они, в общем-то, сообщали о чем угодно. Вот такая практика, видимо, только начинается здесь. А вот вы как правозащитник, как считаете, что сегодня Украина, Киев, может делать для защиты прав своих граждан на территории временно оккупированного Крыма? Тяжело сказать, потому что речь идет об Украине. Но Украина отличается большой нерасторопностью. Я думаю, что нужно было бы оперативнее реагировать на эти вещи. Должны быть ноты, заявления, действия какие-то еще, плюс тому, что там прокуратура АРК возбуждает дело по тем следователям и, скажем, по тем судьям, которые эти дела ведут по нашим ребятам. Я думаю, что нужно оперативнее и работать как-то системно. Еще поддержку вы, крымские татары, сегодня ждете от Киева? Можно об этом говорить много, но тяжело сказать. В общем-то, государство все-таки Киев, и, вернее, Украина, мы должны ощущать, что за нами государство. Пока такого серьезного ощущения нет. Çok sağ olun, Абдурашид ага. И вот по последней информации сейчас задержанные крымские татары находятся дома под подпиской о невыезде. Правильно я понимаю? Да, там возбуждены дела по этой самой статье 205.6. Они находятся дома. Сегодня ночью они вернулись домой. Вот завтра некоторых из них приглашают на допрос туда же, в ФСБ в Симферополе. Сколько этот процесс будет длиться, пока непонятно, но, в общем-то, да.
А вы общались с адвокатами? Какую стратегию защиты они планируют разрабатывать и перспективы защиты? Какая? Алло. Ну, перспектива, наверное, это закончится тем, чтобы какие санкции в этой статье. То, что... Алло. Да-да. Перспективы, наверное, там сказаны в санкциях, там и штраф, и до года. Может быть, ну, не на всех, там на двоих возбуждены дела. Вот, ну, будем смотреть, как это будет. Çok sağ olunuz, Абдурыштага. Бизле багланган зачён Абдурашид Джипаров, правозащитник из временно оккупированного Крыма, был с нами на прямой связи. Вот вы, кстати, говорили про Турцию, да, упоминали. И действительно, в Министерстве иностранных дел Турции отреагировали на серию обысков, облав в домах крымских татар, совершенных вчера в оккупированном Крыму. И об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турецкой Республики. Я предлагаю послушать эту цитату. Это последний пример систематических притеснений и запугивания против крымских татар, которые начались после незаконной и нелегитимной аннексии Крыма в 2014 году. Ну вот очередное заявление, да, хоть оно и декларативное, но это поддержка со стороны Турецкой Республики, поддержка крымских татар. Насколько Турция последовательна в своей политике относительно коренного народа Крыма, относительно поддержки территориальной целостности? Ну, относительно поддержки коренного народа они последовательны. И, в принципе, все заявления у них идут исключительно в одном ключе, несмотря на то, что вот геополитическая там ситуация достаточно быстро изменяется, и Турция то дружит с Россией, то не дружит с Россией, как бы, ну, это важный достаточно фактор, да. Касательно непризнания этой оккупации там и аннексии, ну, последовательность тоже, как бы мы ее по нотам Министерства иностранных дел, ну, она заметна, да. Мы понимаем, что могут быть какие-то разговоры о неформальном там признании и так далее, но пока это только разговоры. Официальная позиция идет абсолютно в русле официальной позиции Украины. И, кстати, Украине надо все делать для того, чтобы такая позиция Турции и сохранилась. Потому что Россия неоднократно прямо либо косвенно как бы намекала или говорила там Турции, что вот как бы мы даже не требуем там признание факта аннексии, да, просто не критикуйте, вообще его не вспоминайте. Ну, вот как бы его нет. Да? Это на самом деле очень выигрышная политика для Российской Федерации. К сожалению, некоторые страны в мире, они по сути уже следуют этой политике. Да, но при этом Турция продолжает свои торгово-экономические отношения, там Аккую, атомная электростанция, турецкий поток. Да, мы там... должны понимать, что есть экономика, и Турция в этом плане как бы с Россией очень активно сотрудничает. И есть вопросы, которые связаны с крымскими татарами. То есть если бы Турция еще не комментировала это и, соответственно, не реагировала, понимаете, это бы очень сильно пошло в разрез той национальной политики, в том числе, которую проводит Эрдоган по состоянию на сегодня. Поэтому они решили так: тут торгуем, но все вопросы, которые связаны там с единоверцами, да, там с странами и народами, с которыми, ну, Турция имела раньше какие-то отношения, там очень тесные, мы как бы должны на это реагировать и вот формальные там ноты, соответственно, выдавать. Но опять-таки, мне кажется, что мы можем больше влиять в том числе и на эту ситуацию, использовать вот этот турецкий фактор. У нас же был один пример позитивный, да, когда, по сути, за при посредничестве, да, мы смогли вернуть нескольких как бы арестованных, и, ну, это было один раз. И это можно, в принципе, попытаться использовать как бы и второй раз, и третий раз. Пока таких попыток вот при новом президенте не было, ну, посмотрим, возможно, как бы они будут в ближайшее время. Ну, смотрите, репрессии на территории временно оккупированного Крыма с каждым днем увеличиваются, да, и количество политических заключенных, к сожалению, с каждым днем увеличивается. Однако санкционное давление в отношении Российской Федерации со стороны западных партнеров, я уже даже не говорю про Турцию, которая не присоединилась к санкционному давлению, да, не ужесточается. Что для этого должна делать Украина, в особенности украинские институции, постоянное представительство президента в автономной республике Крым, да, дипломаты и так далее? Ну, они должны быть более активными. Вот видите, правозащитник, который был на связи, сказал, что мы ждем большей активности и более быстрой реакции. Вот кто-то говорит, что ну, мы можем там 200 раз заявлять о чем-то, но это не приведет ни к какому результату. Но на самом деле здесь как раз срабатывает принцип «вода точит камень». Почему?
Почему? Потому что все международные институции, они очень бюрократичные. Да? Там очень долго проходят те или иные решения. Но нам надо быть к этому готовы, но мы должны иметь под это базу. Все эти заявления должны потом складываться в какой-то отчет, который будет представлен, например, там, в Организации Объединенных Наций, да, в других организациях. А так иногда получается, что происходит какое-то событие такого глобального масштаба, когда обсуждают там, политические репрессии в разных странах, да, и нам, мы или узнаем про это уже чуть ли не постфактум, или там за небольшое время до этого, и нам даже нечего показать, хотя материалов на самом деле просто масса. Поэтому активность тут должна быть. И, в принципе, критика в адрес наших органов, которые отвечают за временно, в том числе, оккупированные территории, она объективна по состоянию на сегодня. Они неэффективно даже используют те относительно небольшие ресурсы, которые у них есть. Мне кажется, можно это было бы делать гораздо эффективнее. Знаете, иногда один человек, если он знает, как правильно это все подать, он может поднять гораздо более сильную и высокую информационную волну. И, в принципе, потом, когда мы опять садимся за стол переговоров, там, или президент поедет и будет встречаться там, в рамках, не знаю, этой четверки, он может вспомнить, что у нас не только задержанные есть на Донбассе, у нас масса задержанных и в Крыму. Крым — это тоже Украина. Поэтому в этом плане активность, она должна присутствовать. Просто декларации тут действительно недостаточно. Но будем надеяться, что все-таки фокус внимания постепенно будет и в сторону Крыма направлен, а не только на оккупированный Донбасс. Давайте поговорим тогда о парламенте, потому что сегодня Верховная Рада Украины с 1 сентября возобновила свою полноценную работу. Среди приоритетных тем, которыми займется Рада во время 4-й сессии, это принятие законопроектов о государственных символах, законодательство народовластия, в частности, во втором чтении надо принять законопроект о всеукраинском референдуме, говорится в сообщении, завершение реформы децентрализации, конечно же, одним из стратегических вопросов и задач перед Верховной Радой Украины – это бюджет, госбюджет на 2021 год. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Голос» Соломія Бобровська. Вітаю вас, Соломія. Добрый вечер, витание. Добрый вечер, да. Как прошел сегодня ваш первый рабочий день, как он проходит? Ви знаєте, він був доволі дивний, якщо чесно, тому що першого дня ми очікували набагато більшого навантаження і, очевидно, пріоритетів, які ви назвали, зокрема питання децентралізації, виборів. А знаємо, що знову ж монобільшість готує сьогодні і внесення до Виборчого кодексу зміни. Зокрема, наприклад, про можливість проведення єдиного правильного так званого соціологічного опитування через ЦВК на запит уряду. Для нас велике здивування і дивина, якщо чесно, це менше 60 днів залишається до виборів. Звідки такі новини, чому така увага до соцопитування і запиту уряду, які не притаманні ані функціям уряду, ані Центральній виборчій комісії, тим паче в світлі обговорень можливих виборів в ОРДЛО. Нагадаю, що сьогодні зустрічалася політична підгрупа тристоронньої контактної групи в Мінську. Завтра очікується зустріч тристоронньої контактної групи і участь Кравчука і Фокіна. Їх сьогодні не було на цій зустрічі. Тим не менше, в перший день парламенту ми обговорили питання змін бюджету в рамках можливості оздоровлення дітей. А знаємо, що цей сезон таки не почався цього року в Україні, а фактично вже і закінчився по календарному плану, чи закінчується. Ми обговорювали парламентські обговорення в листопаді про проект «Мандруй Україною» та інші дивні, як на мене, як на перший день, законопроекти, які точно не стоять в пріоритеті розгляду парламенту. Тим паче, коли повернуся ще раз, стоїть питання про завершення децентралізації, про те, як йде підготовка до виборів місцевих 25 жовтня і, в принципі, чи ми готові до цього. Ну і, очевидно, всім батькам болить 1 вересня і навчальний процес, до якого, як на мене, ми не готові. І школи, які вибрали собі формат підготовки виходу учнів в школи, це точно не загальнонаціональна підготовка, не державна відповідальність. Тим паче, знаючи, що з коронавірусного фонду так званого виділено 0 гривень, 0 копійок на освітній процес, на відміну від Міністерства внутрішніх справ. Тому, безперечно, питань багато. В п'ятницю буде пан Степанов, міністр охорони здоров'я, відповідати на наші питання з приводу вже чергової хвилі коронавірусу, яка, очевидно, нахлинає Україну восени. Ну, тим не менше, а ще, до речі, найважливіше, бо очікуємо в середу або в четвер, бо принаймні цього тижня, питання підняття і білоруського питання,
сьогодні, як мінімум, є 3 зареєстрованих постанови щодо невизнання виборів президентських в Республіці Білорусь, а також заклику до припинення порушення прав людини та насильства в Білорусі. Побачимо, чи монобільшість випуститься в зал і дозволить це депутатам голосувати. Ну, а какие приоритеты вы ставите перед собой как представитель власти, как законодатель? Вот что для вас важнее, чем вы будете лично заниматься последующие 4 месяца? Ну, скажу більше, в цей рік і не тільки лише 4 місяці я зосереджу свою увагу на питанні чорноморської безпеки в Чорному і Азовському морях. А мені прикро, що за 6 років на державному рівні про це мало хто говорить. З уряду взагалі ніхто, з парламентарів це лише одиниці. Але тим не менше ми дуже рідко задумуємося, що втрати Чорного моря – це, мабуть, найбільші втрати з початку війни. Нагадаю всім, фактично ми втратили площу, яка дорівнює 4 площам півострову Автономної Республіки Крим. Про те, що там відбувається, які економічні втрати, що робиться з Азовом, як наші прикордонники не можуть патрулювати українські води. І фактично Азовське море перетворилося у таке так звану внутрішню водойму Російської Федерації. Тому, очевидно, це буде увага на безпекове питання Чорного моря і Азовського морів. І нарешті витягання, напевно, України з глибоко континентальної країни до морської, тим паче маючи такий ресурс. Мені здається, що пора про це говорити вже вголос і цим предметно займатися. Ну и последнее, что вас хотела спросить, это, конечно, стратегический вопрос перед Верховной Радой Украины. Это принятие бюджета на 2021 год. Что сейчас с бюджетом? Насколько я знаю, законопроект должен быть подготовлен до 15 сентября. Как идет сейчас бюджетный процесс? Важко прокоментувати, він має бути поданий урядом. Ми чекаємо від них цього документу, величезного документу. І, очевидно, цікаво, як ми ще закінчимо і цей рік бюджетний з величезним дефіцитом, з дирками, які вимагають все-таки втручання органів місцевого самоврядування в закриття цих дір і покриття витрат. Але побачимо, що нам уряд заспіває. Сьогодні, до речі, пана Шмигаля не було на відкритті Верховної Ради сесії. Не знаю, чим це пов'язано, але ні президент, ні очільник уряду не прийшов. Чекаємо, тоді зможемо прокоментувати вже предметніше. Дуже дякую вам. Соломія Бобровська, народний депутат України, фракція «Голос», була з нами на прямому зв'язку. Как оцениваете перспективу работы 4-й сессии Верховной Рады Украины и те вот приоритеты, которые они для себя определили? Ну, смотрите, по приоритетам, приоритеты, в принципе, правильно достаточно расставлены. Ну, бюджет — это будет топ-тема. Здесь, на самом деле, важно еще не столько бюджет на 2021 год разработать, да, сколько закрыть те дырки, про которые вот вы вспоминали, которые возникли в этом бюджете. Здесь... Но у нас дефицит, если не ошибаюсь, там 300-400 миллиардов. Да, он на самом деле огромный, то есть мы учитываем, что еще проблемы как бы там с коронавирусом, да, потому что эпидемия очень существенно на это повлияла, хотя есть определенные предпосылки для, знаете, такого очень-очень осторожного оптимизма. У нас фактически в середине лета закончилась реформа таможни, то есть там была и переаттестация проведена, и выполнены все, скажем, те пункты, которые были прописаны нашими европейскими и американскими партнерами, и уже появился результат. То есть у нас как бы поступления от таможни выросли, да, пока, ну, возможно, не такая цифра, которая бы нам хотелось, но, тем не менее, это уже плюс, потому что то, что было при предыдущем правительстве, это были просто колоссальные недоборы. Сейчас как бы таможня начинает давать эффект, и мы видим, что, в принципе, политика там, Министерства финансов, по крайней мере, по этому вопросу, она оказалась более-менее правильной, да, и мы идем. Но по другим вопросам пока это реально черная дыра. Это при том, что давайте не будем забывать, что у местных бюджетов забрали огромное количество денег под лозунгом борьбы с коронавирусом, но куда пошли эти деньги, они явно пошли не на борьбу с коронавирусом. Давайте свяжемся сейчас с народным депутатом Украины с фракции «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко, который с нами сейчас на прямой связи. Пан Алексей, витаю вас. Витаю вас. Да, как вам первый рабочий день Верховной Ради Украины? Ну, во-первых, поздравляю всех с 1 сентября, с Днем Спасибо. знаний. И очень хочется, чтобы школы работали. Первый день всегда первый день, однако очень важных вопросов, которые мы хотели, чтобы были в повестке дня, их не было. Это создание Временной следственной комиссии по вагнеровцам о срыве этой спецоперации, которая произошла из-за слива в высших эшелонах власти Украины. Не было постановления по Беларуси о непризнании выборов 9 августа.
и требования прекратить репрессии против людей. Украина продолжает, к сожалению, как страна, прятать голову в песок от того, что происходит у наших соседей, при том, что и литовский, и польский сейм, и Европарламент уже высказали не просто свою позицию, они признали выборы, уже вводятся санкции против Лукашенко и его окружения. Украина, к сожалению, здесь себя показывает очень плохо и слабо. Ну, украинская власть, не Украина, а как раз украинцы это сопереживают, а вот украинская власть. Также нет проекта закона о социальном страховании медиков, который выдвигала наша фракция в условиях пандемии, которая набирает обороты. Это было бы очень правильно. В общем, к сожалению, серьезных вопросов, важных вопросов, ключевых вопросов сегодняшнего дня там просто в повестке не было. Мгм. Ну, а что относительно бюджета на 2021 год? Вот мы сейчас с Игорем Рейтеровичем как раз разговаривали о том, что у нас дефицит в бюджете на 300 миллиардов гривен. И, собственно, вписывается ли нынешний бюджет вот в те параметры, которые были заложены еще при его принятии? Как с этим быть? Ну, при его урезании, потому что Да. он был принят, потом он был урезан, и я думаю, что придется еще пересматривать бюджет 2020 года. Еще раз его придется урезать, скорее всего. Мгм. А что касается бюджета на 2021 год, мы ждем, согласно бюджетному кодексу, до 15 сентября он должен поступить в Верховную Раду. Когда он поступит, будет что анализировать. Пока анализировать нечего. Можем, конечно, говорить о бюджете 2020 года, но там все очень плохо. При том, что я слышал, вы чуть говорили об этом уже, фонд борьбы с ковид-инфекцией, он расписан уже полностью практически. А у нас сегодня в школах нет денег на маски для детей, в больницах опять у нас нехватка и медикаментов, и средств защиты, и так далее, и так далее. То есть, из рук вон отвратительное управление государством во время пандемии в исполнении нынешнего правительства. Мгм. Какие для себя приоритеты вы, как законодатель, как представитель власти, определили на 4-ю сессию Верховной Рады? Ну, как представитель оппозиции в парламенте, наша задача, в принципе, я уже их частично назвал. Мы считаем, что необходимо создавать Временную следственную комиссию, расследовать ситуацию по вагнеровцам, которых в Минске задержала КГБ Беларуси и потом отдала России. Мы считаем, что необходимо, чтобы украинский парламент, если у нас записано, что наша цель евроинтеграция, мы не можем отмахиваться от ситуации в Беларуси, где попираются все базовые ценности европейские и цивилизованного мира. И мы должны присоединиться к нашим европейским коллегам, принять такие же решения, как приняли наши коллеги из Польши, Литвы, Европарламента, Латвии и так далее. Мы считаем, что необходимо выделять средства именно на борьбу с эпидемией, которая продолжается и набирает, к сожалению, обороты. Соответствующая должна быть защита у медиков, у врачей, у учителей обеспечить, учитывая то, что дети возвращаются в школу. Я считаю, что дети обязательно должны учиться в школе, те, кто хочет, потому что уже полгода дети не ходили в школу, еще немного это будет просто потерянное поколение. Я как могу утверждаю это и как народный депутат, и как отец, который хочет, чтобы его дети учились в школе. Понятно, что там могут быть разные формы, может быть разное расписание, классы меньше, средства защиты. Все это понятно, но у детей должна быть возможность учиться в школе. Это моя позиция. Мгм. Ну и так далее. То есть вопросов очень много, поэтому надеюсь, что хоть какие-то из них будут выноситься в зал. Ну, также ваша коллега по фракции сегодня, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, Иванна Климпуш-Цинцадзе, требовала отстранения Витольда Фокина от представительства в трехсторонней контактной группе в Минске в связи с его последними заявлениями. Будет ли европейская солидарность настаивать на отстранении Фокина и каковы перспективы? Ну, абсолютно верно. Мы настаиваем на его отстранении и том, что он был отозван из украинской делегации в ТКГ, потому что, знаете, она трехсторонняя контактная группа, там Украина как жертва агрессии, Россия как агрессор и ОБСЕ как посредник. Но возникает вопрос, а на чьей стороне там Фокин? Такое ощущение, что Фокин там представляет российскую делегацию, учитывая, что он заявляет о том, что нужно выборы сейчас уже провести на Донбассе, о том, что нужен особый статус полностью в Донецкой и Луганской областях, то есть в том числе и контролируемым территориям, о полной амнистии. В общем, абсолютно полностью российский нарратив в исполнении
заместителя главы украинской делегации в ТКГ. И мы считаем это абсолютно ненормальным, его надо отзывать. Странные заявления офиса президента, который говорит, это личная позиция Фокина, мы ее не разделяем, но при этом Фокина не трогаем. Ну, значит, личная позиция. Он же, извините, не дедушка на скамейке возле дома сидит и что-то рассказывает, а он представляет Украину, и у него не может быть просто личной позиции в группе, которая занимается вопросами, о которых он заявляет. Спасибо большое. Дуже дякую вам. Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», був з нами на прямому зв'язку. И действительно, вспоминая вот историю с Витольдом Фокиным, 8 августа первый премьер-министр независимой Украины стал первым заместителем Леонида Кравчука в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу. И сразу отметился неоднозначным интервью интернет-ресурсу «Страна.ua», где он заявил, что Донбасс надо наделить особым статусом и провозгласить всеобщую амнистию. Далее вот цитата. И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса. Ну и, как выше отметил Алексей Гончаренко, офис президента уже открестился от заявлений Фокина. В частности, руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии заместителя руководителя украинской делегации в Минской трехсторонней контактной группе Витольда Фокина не отражают официальной политики Украины. Далее его цитата. Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины. Игорь, ну что это было? Вот у меня один вопрос. Фокин проснулся утром и решил вот такое вот сказать в интервью одному из интернет-ресурсов, что нужно объявлять всеобщую амнистию, проводить выборы на Донбассе. Смотрите, я более чем уверен, что он не проснулся утром и решил это сказать, поскольку если посмотреть на все его предыдущие публичные заявления, когда он еще не был членом трехсторонней контактной группы, то есть они были приблизительно в подобной тональности. Нарратив на самом деле у него очень такой пророссийский, если не сказать вообще российский. Там дикое заявление о том, что Крым оккупирован, потому что Россия боялась, что его оккупируют Соединенные Штаты Америки. Он это сказал когда-то в эфире одного телеканала, что мы должны понять Россию. Они боялись, что сюда уже вышел американский флот, он приближался к берегам Крыма, и Россия, чтобы как бы не потерять свою базу, решила Крым оккупировать. И давайте, соответственно, Россию мы поймем. Поэтому это позиция человека, и тут действительно очень странным, ну, знаете, и двусмысленным есть заявление как раз господина Ермака, да, который говорит, что это его личная позиция. Я считаю, что более правильной была реакция как раз со стороны другого представителя власти, а именно министра внутренних дел, который Авакова, да. очень жестко на это отреагировал и сказал, что это не просто там заявление, это по сути преступление. И его можно, кстати, понять. Почему? Потому что вопросы, связанные с амнистией, расследованием там военных, в том числе преступлений, и даже проведение в будущем выборов уже на подконтрольной полностью и освобожденной территории, в том числе будет как бы возложена эта функция на национальную полицию. Да? Поэтому Ермак сказал очень дипломатично. Да? И на самом деле, ну, я считаю, что не может быть личного мнения у человека, который занимает официальную должность. Окей, чьи идеи тогда ретранслирует Фокин в трехсторонней Здесь группе? есть на самом деле два варианта. Первый вариант – это некая общая идея Фокина, и я так понимаю, главы трехсторонней контактной группы Кравчука. Просто Кравчук в силу своей дипломатичности подобные идеи он уже пытался как-то вбрасывать, но делал это гораздо мягче. То есть он это называл там свободная экономическая зона. Да, он говорил о том, что ну, нужно рассмотреть отдельно вопрос об амнистии, какой она может быть. Да, Фокин сказал это более прямо. И там на самом деле все интервью можно разбирать на цитаты. Потому что там ну, наговорено было столько, что, например, там, в 2014 или в 2015 году это закончилось бы очень плохо ну, с точки зрения криминальных каких-то там дел, преследований и так далее. И второй момент, я не исключаю, что, возможно, это была такая, знаете, осознанная где-то провокация, для того, чтобы посмотреть на реакцию, в том числе общества, как общество на это отреагирует.
Ну, позитивно, негативно, вообще не обратит внимания или скажет, вы уже всех достали, что-нибудь там решайте, что-нибудь делайте, а как вы это сделаете, никого не интересует. Реакция последовала очень жесткая, как со стороны многих представителей власти и оппозиции, что логично, так и со стороны гражданского общества в первую очередь. ну, Поэтому что я не и исключаю... требовалось ожидать. Вы Да. помните Ну, вот видите, акции протеста, когда шли разговоры о подписании формулы Штайнмайера. сколько Здесь людей выходило. пассионарное украинское общество не Ну, дало. вот видите, этому все-таки, случиться. возможно, была как бы определенная такая надежда на то, что вот прошло там время, да, и уже не будет такой реакции. Ну, реакция есть, да, но если этот человек останется в трехсторонней контактной группе и дальше будет принимать какие-то решения, на что-то там влиять, ну, это по меньшей мере будет выглядеть странно. Тем более, один из представителей оккупированных территорий, который в этой группе, господин Гармаш, да, он в одном из интервью сказал, что, ну, вы понимаете, у нас такая интересная ситуация в группе сложилась, мы не являемся по состоянию на сегодня командой единомышленников. Ну, очень простой вопрос, а зачем тогда такая группа, если там люди с разными взглядами? Должны быть четкие директивы, которые дает президент, ну, там, через офис президента, они эти директивы выполняют. Варианты свое мнение, не свое мнение, они могут быть только, извините, дома на кухне или там на лавочке, как Гончаренко сказал, да? Варианты интервью, неважно какому изданию, а публичного интервью, и вот мое мнение такое, ну, они абсолютно неприемлемы в данной ситуации. Такими заявлениями Фокин на самом деле сделал гораздо хуже Украине. Почему? Потому что они растиражированы полностью российскими СМИ. Они опять возвращаются к Минским договоренностям, говорят, что там же записано про амнистию, и вот амнистия, вот и Фокин подтверждает, она должна быть. Но на секундочку, там нет ни слова о том, что эта амнистия должна быть всеобщей и должна распространяться на военные преступления. Ну а, извините, с морально-этической точки зрения фраза Фокина, что и та, и другая сторона совершала преступление, но она аморальна. Потому что, во-первых, у нас воевали воины украинской армии, которые были на своей территории. То есть это абсолютно, За свою территориальную это абсолютно целостность, конечно. официальные военные формирования, Збройні силы Украины. И добровольцы все были инкорпорированы в Збройні силы Украины или в Нацгвардию, например, которая в структуре Министерства внутренних дел. С той стороны воевали наемники или российские войска без шевронов. Это первый момент. И второй момент. У нас есть случаи, ну про это надо говорить, когда определенные там люди, которые воевали, были потом задержаны и их судили за совершение каких-то преступлений. То есть Украина как раз не скрывает таких фактов. Мы открыты, да? У нас есть, это можно посмотреть. Были судебные процессы, кто-то получил какие-то тюремные сроки. Я не знаю ни одного случая, как с той стороны, как модно сейчас говорить, да, где кого-то там осудили, за что-то посадили, за совершение каких-то, ну, не военных, а даже криминальных преступлений. Тут криминалитет какой-то там был. Это есть в любой стране. Но мы на это реагируем. Что происходит там, никто, в принципе, про это не... Поэтому ставить, знаете, на одну как бы доску и говорить, что и та, и другая сторона что-то совершала, я считаю это моральным просто. 10 числа, возможно, встреча советников, лидеров нормандской четверки. Об этом заявил Андрей Ермак. И после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Лайен, президент Владимир Зеленский сказал, что ожидает встречи лидеров уже нормандской четверки после встречи на уровне их советников. 10 числа. Чего ожидаете от этой встречи? Ну, если встреча состоится, Россия начнет, конечно, с мантры о том, что вот вы не внесли изменения в постановление Верховной Рады о проведении выборов. Ну, хотя тут надо отдать должное на самом деле Леониду Кравчуку. Он настолько красиво, дипломатично написал это письмо, что по большому счету, ну, как бы Верховная Рада приняла во внимание, но никаким образом на это не отреагировала. И позиция спикера была правильной. Он сказал, что уже мы не можем там вносить какие-то изменения, у нас избирательный процесс, и давайте после выборов вообще про это поговорим. Россия начнет с этой мантры. С другой стороны, мы можем все-таки воспользоваться этой встречей для того, чтобы поднять 3 очень важных вопроса. Что у нас там дальше с перемирием, разведением, соответственно, войск, и это в приоритете, в том числе у Германии и Франции. Второй важный момент — это обмен пленными, и я очень надеюсь, что каким-то образом все-таки мы попытаемся привязать сюда и те репрессии, которые происходят в Крыму. По крайней мере, президент во время последнего выступления говорил, что мы хотим отдельно этот кейс как бы прописать, да, и вспоминать про это. Мы готовы отдавать задержанных, которые есть у нас, в том числе за крымских татар, да, если Россия по-другому не хочет как-то решать эти вопросы. И третий очень важный момент — это, безусловно, допуск там Красного Креста, то есть гуманитарные, по большому счету, вопросы. Их можно рассматривать исключительно применительно в контексте вот этой безпековой составляющей, да, Минского процесса.
Россия очень любит говорить о политической составляющей, да, но вопросы безопасности, они все-таки являются первоочередными. Поэтому если Украина выйдет с такой позиции, мне кажется, она будет очень выигрышна как информационно, так и с дипломатической точки зрения. И я не ожидаю какого-то там огромного прорыва, но какие-то подвижки возможны. По всем остальным вопросам, о которых любит говорить Россия, мы прекрасно понимаем, что встреча закончится ничем, потому что у нас диаметрально противоположные взгляды. А сегодня мы уже несколько раз с вами и с нашими гостями, которые подключались к нам в эфир, упомянули Беларусь, поэтому я предлагаю подробнее остановиться на этой теме и обсудить. В Беларуси возобновились протесты против Александра Лукашенко. Сегодня, 1 сентября, оппозиция в Беларуси проводит День солидарности. Всех рабочих призвали не выходить на работу, а студентов не идти на учебу. В Минске уже начали задержания. ОМОН разогнал одну из колонн молодых людей, которые скандировали «Саша, ты отчислен». Давайте посмотрим, что там происходило буквально несколько часов назад. Вот, да, я хочу сказать, что сегодня, как раз вот после задержания студентов, запланирован масштабный митинг в Минске уже под вечер. Игорь, как вы считаете, вот как вам видится, что, на ваш взгляд, сегодня происходит в Беларуси? Можно ли это назвать национальной революцией? Я бы не назвал это, конечно, национальной революцией. С одной стороны, я очень был приятно удивлен вообще такой мобилизацией белорусов, да, потому что, знаете, за многие годы там президентства Лукашенко сложился такой определенный стереотип, что это люди, которые очень тихие, очень спокойные, которые никогда не выйдут на улицу, там, кроме там небольшого какого-то процента. Их устраивает та псевдостабильность, она псевдостабильность на самом деле, которая была создана Лукашенко, и им большего не надо. Мы увидели, что мобилизация возможна. Очень много людей уже там вторую неделю, даже третью, да, они выходят на улицы, то есть они не приостанавливают эти акции протеста. С другой стороны, почему это не революция? Понимаете, когда через 2 недели таких массовых акций не возник реальный орган, который пытается на себя в той или иной степени перебрать власть, даже в соответствии с теми законами, которые действуют на территории Беларуси, да, это на самом деле очень показательно. То есть это такой протест вообще без лидеров, по сути, да, и он не родил новых лидеров. А те люди, которые называют себя лидерами, создают какой-то там координационный совет, или та же Тихановская, которая называет себя победительницей там, как бы этих выборов, они не делают ничего для того, чтобы как бы, знаете, этот протест направить в конструктивное русло. То есть люди что, просто допустим, выходят, Тихановская могла сделать? Вот она находится в Литве, она должна была создать правительство в экзиле. Или что это должно... Вот 9 числа, насколько я знаю, заканчиваются полномочия Лукашенко. То есть она должна выйти, объявить, что я там президент, или что она должна Смотрите, сделать? если этот человек реально считает себя победителем президентских выборов, и она постоянно же говорит, что выходите на улицы, там, да, как бы там протестуйте и так далее, мне кажется, как минимум она должна приехать в Беларусь. Как минимум. То есть это делать не с другой стороны, а как минимум приехать. Если у нее такой уровень поддержки, да, представить, что она приезжает, а ее арестовывают, это будет полная катастрофа, в том числе для режима Лукашенко. Но, понимаете, она дает очень много сейчас интервью, и все эти интервью очень неоднозначны на самом деле. То есть видно, что человек, при всем уважении, абсолютно не на своем месте. Вот фраза, которую она сказала в эфире там, одного российского оппозиционного, правда, телеканала, о том, что дождь, да, такой, назовем Понятно. так, в определенной мере оппозиционный, да, или там псевдооппозиционный, о том, что если бы у нас были те деньги, в которых обвиняют мужа, что он как бы эти деньги где-то взял, то мы бы вообще не занимались никакими революциями и, и вообще бы там не думали о правах там народа и так далее. Мы бы просто все прекрасно жили припеваючи и так далее. То есть она это говорила, да, то есть реальная как бы фраза. И вот таких вещей очень много. То есть либо приехать, либо действительно собрать какое-то там правительство в экзиле, как вы говорите. Но это должны быть конкретные люди, обратиться за признанием к там, другим странам. Это при том, что многие страны уже категорически не признают Лукашенко. И говорят, что в принципе они готовы были бы признать Тихановскую, но нужен какой-то институт, да, какая-то группа людей, которые будут не бояться брать на себя эту ответственность. А так оно выглядит все пока очень странно. И, к сожалению, к огромному сожалению, вот эта игра в долгую,
в долгу, она идет, в принципе, больше на пользу Лукашенко. Ну вот сегодня в сети появилось видеообращение Виктора Бабарика и главы его штаба Марии Колесниковой, и в нем политики объявили о создании оппозиционной партии, которая будет называться «Вместе». Давайте послушаем их прямую речь. Я, Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарика сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе». За последние 3 месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет. Вместе мы собрали почти 500 000 подписей. Вместе мы защищали наши голоса, и вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее. Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Перед нами появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти. Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь. Ну, это что? Это вот можно ли это назвать структуризацией уже протеста? Вот новый этап протеста, вот политический этап начинается или что? Ну, смотрите, я на самом деле так не думаю. Почему? Потому что они создают партию. То есть даже речь не идет о создании, там, не знаю, правительства или какого-то органа переходного там, для того, чтобы завершить этот переход от Лукашенко к... ну, я так понимаю, там, не знаю, к победителю президентских выборов, либо даже к промежуточным каким-то следующим, другим выборам, о которых многие говорят. Кстати, там по белорусскому законодательству есть, по-моему, один очень интересный нюанс. Если такие досрочные выборы, то предыдущие кандидаты, все, не имеют права в них принимать участие. Для оппозиции как раз это был бы хороший выход. То есть Лукашенко не принимает участие, выходят какие-то новые люди, и они, соответственно, за них там голосуют. Так, стоп, а Лукашенко вообще хочет отдавать так, а вот власть смотрите, или Лукашенко в тот день, когда как бы формально истекает срок его полномочий и должна быть инаугурация там, нового президента, придет и себя инаугурирует. Все. И скажет, что я избранный президент. Почему? Потому что есть решение Центральной избирательной комиссии, где там 80,1% проголосовало за него. Ну, в соответствии с этим. И вот представители оппозиции говорят, что мы вместе защитили наши голоса. А как вы их защитили? Понимаете, в Украине там, в 2004 году добились 3-го тура, потому что реально были сомнения в фальсификациях и о том, что значительная часть голосов была украдена. 3-й тур прошел гораздо более демократично, и мы увидели реальный результат, совсем другой, не такой, какой был нарисован, там, например, во 2-м туре. После, кстати, мирного противостояния. Но тогда у оппозиции, знаете, по-разному, знаете, можно к ней относиться, но у них план действий был уже на 2-й или на 3-й день. А здесь прошло, по сути, уже больше 2 недель, и этого плана нет, а он должен быть. Просто выходить на улицы это классно, это очень красивая картинка, да? Но оно ничем не заканчивается. У оппозиции была надежда, что они таким образом просто загоняют силовиков и, знаете, загоняют режим Лукашенко. Но Лукашенко оперативно связался с Путиным. И что сказал Путин? Мы уже подготовили резерв силовиков. В любой момент мы можем его направить, и они вам помогут. Ну, я, кстати, сомневаюсь, что они до сих пор не направили. А в только обмен без на шевронов. что Путин помогает Лукашенко? Вы же помните идеи, да, Путина инкорпорации Белоруссии в Россию или что? В обмен на что Путин сегодня хочет спасти или не хочет спасти Лукашенко? Не, он на самом деле его хочет спасти, потому что, хотя он его очень не любит, и это понятно, Лукашенко в определенные периоды в последний момент делал шаг назад, когда они говорили про какую-то более тесную интеграцию. Сейчас у него патовая ситуация, он в любом случае уже полностью попадает в зависимость от России, но Путин не может допустить такого его, знаете, ухода. Почему? Потому что это пример для России. Они смотрят на Украину. Свергли Лукашенко, значит, можем и Путин. Понимаете, тут даже больше будет аналогии, чем с Украиной, потому что у нас все-таки не было никогда таких авторитарных лидеров, да? Ну там или президентов. Янукович по сравнению с Путиным, ну извините, это там котик с Фейсбука, да, по большому счету. А вот Лукашенко очень похож. То есть его недаром долгий период времени называли последним диктатором Европы, даже не Путин. Ну там понятно, Россия не совсем Европа, но тем не менее. И поэтому для Путина это имиджево невозможно. А он получит полный контроль над экономикой, полный контроль над страной. И, конечно, он это хочет сделать без прямой военной интервенции. Ну вот у нас минутка до завершения прямого эфира. Может ли вот
нынешняя последовательная ненасильственная революция, массовые протесты победить авторитарный режим Лукашенко? Ну, Почему они, вот эти смотрите, протесты если могут они будут привести? продолжаться все-таки несколько месяцев, и экономика там завалится окончательно, тогда, возможно, ну, это произойдет. Но если эти протесты будут, знаете, идти на спад, а мы видим, что они то затухают, то опять вспыхивают, но рано или поздно люди устанут. Понимаете, еще же главная проблема Беларуси. Там вот 10 минимальный, секунд. да, минимальный доход есть, но у людей очень мало накоплений. Они не смогут долго выходить, вот так протестовать и бастовать. Поэтому Лукашенко на это надеется и думает, что рано или поздно это все затихнет, и он будет опять при власти. Дякую. Ігор Рейтерович, керівник політика-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був гостем нашої студії. Дуже дякую вам. Ну, а я с вами не прощаюсь. Буквально 5 минут перерыв. А далее мы продолжаем информационную программу «Бугунь». Не переключайтесь, скоро